дорогие ребята! Здравствуйте! Вы знаете, что такое Оломхо? Оломхо – это нематериальное наследие народа Саха. Раньше, когда якуты, в старинные времена якуты жили, вместо дома было такой балаган, назывался дом. В балагане было, не такие были полы, а был земляной пол. И вечерами, когда детишки, как вы, занимались своими домашними делами, был дедушка Оломхосин. Он собирал их и рассказывал до поздней ночи Оломхо. Детям было очень интересно, они очень внимательно и тихо слушали, и им было очень интересно. Так давайте, ребята, мы расскажем вам свое Оломхо. О семи крайняя, об 8 ободах, бурями обуенная земля, всего живущего мать, предначертанно обетованная, в отдаленных возниклых веках. И откуда сказали начинать, коль старый я вспоминать, как старый Оломхосод, ногу на ногу положил, начинал запев Оломхо, на ночлеге у камелька, продолжал искать до зари, про давние времена. Чтобы беречь народ срединной земли, чтобы стать защитой, Оломхай Саха проводит за спиной от темных сил, от представителей подземного мира, назначен судьбой Джингхан районом. Могучий богатырь с неземной силой, несокрушимой волей, удалец молодой, от священной земли Ангалас Богу. Нечистыми помыслами они наткнутся на мой кулак, на мои плечи могучие, на мой могучий стан. Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. Когда он пел свою воинственную речь, взирая на чистое небо, на заросшие леса и поля, на красивейшую матушку речку, откуда ни возьмись, затмевая солнечный свет, прилетел могучий сокол, сел на поем церкви, заговорил человеческим голосом. Я, брат луновикой красавицы, Кысмындырылла, богатырь Джунчучай, мой друг, услышь мою речь, услышь и запоминай. Отец мой, дух земли, Джогоруйбай, матушка моя, Сиреджия Хатун, из золотой печи зеница ока, воинственная и дерзкая дочь Кысмындырыл отправилась в Нижний мир бороться с богатырем Нижнего мира. Руку богатырь. Ангалас Богу замахнулся и прогнал в поем церкви Максовал сокола. И, обращаясь к верхним Али, заговорил. О, боги мои, посмотрите, с Нижнего мира наступают темные силы. Дух священного дерева Аллукмас, Аннанлая Хатун, дай мне силы, крепкую, тянущую, неустанную силу, чтобы удержать победу. Открывается золотая кора Алдукмас, и выходит блистательной косой Анналуян Хатун. Дочь до Борга Таяна, Средняя Хатун, воинственная и дерзкая Кысмындырыл, находится в большой опасности. По велению Джилгахана
Хангалас Ботур развязал коня резвого, сел на коня и поскакал. Миновал цветущее поле летом, намокал под дождем осенью, по сугробам скакал зимою, переплыл речку весною и очутился на границе Срединного и Нижнего миров. И тут заговорил человеческим голосом Жора, а конь богатырский. Дорогой мой хозяин, услышь мои слова расставания. Дальше мне с тобой нельзя, чтоб тебе не признали богатыря, и добраться ты до места, я превращу тебя в старика рыбака. Но когда тебе нужно будет моя помощь, ты только свистни, я предстану пред тобой. Хангалас Ботур снял и сложил доспехи богатырские, стрелы и батыя острые уменьшил, досунул в карман, превратился в старика-рыбака и пошел навстречу с богатырем Нижнего мира, Орку-Сорку. Поднявшись на каменную гору Таскаля, увидел страшную Орку-Сорку. Я полетел тебя, космонавт, теперь ты останешь там в Нижнем мире. Не увидишь белого света, не услышишь пения птиц. Пока Орку-Сорку так говорил, Артем. Хангалас Ботур, приглашенный старика-рыбака, заговорил. Рожденная у духа земли до гору я варю, красы земли зреть я подон, из 8 сестер младшая, 9 братьев сестра, воинственная и дерзкая Кысмыдырыл. Как ты посмела спуститься в Нижний мир? Как ты могла драться Орку-Сорку? Пусть мои уши не услышат твой сон и плач. Позорно тебе должно быть, стыдно тебе должно быть. Вот к чему привели твой детский характер и упрямый нрав. Страшный Орку-Сорку отпустился с Мандарел и стал озираться своим единственным глазом, чтобы увидеть того, кто это сказал. Настал тот день, когда я увидел воочию спасителя среднего мира. Исполняется мой сон заветный. Вот поставлю я тебе на колени перед собой. Под свою угрожающую песню Орку-Сорку стал бегать и скакать вокруг торца рыбака. Засекли Хангалас Ботур, скинул одежду рыбака и стал перед Орку-Сорку, ходил боевым доспехом. И тут они же схватились, и началась тридцатидневная борьба. Земля содрогалась, и чужое вокруг похряпалось, кто в нору, кто глубоко в озерную воду. Птицы летели, и трава пошумели. Туго натянув тетиву своего лука, Хангалас Ботур направил стрелу в самое черное сердце Орку-Сорку и упал он побитый и поверженный. Страшный Орку-Сорку краем глаза увидел Хангалас Ботур, как прекрасная птица Мандарел убегала далеко за высокую гору. Смотри, смотри, я победил
Мандарел посмотрела сверху вниз своими черными очами на Хамалас Ботура, язычно запела такие слова. Ты мне не указывай, не приказывай. Прощай навеки. И в тот же миг мисс Мандарел превратилась в терка белого, взмахнула крыльями и полетела высоко в небо голубое. Хамалас Ботур обернулся вокруг себя и превратился в могучего орла, полетел за ней следом. Вдруг небо почернело, закрался сильный ветер-ураган. Путь мисс Мандарелла в небо загородил безобразный Элю-Леге, отец страшного города Соруко. Хамалас Ботур подоспел вовремя и грозным видом прокричал: Элю-Леге, ты слышишь меня? Отпусти ты стерва белого. Это не птица небесная, это моя мисс Мандарел. Пока я не растоптал и не сравнял тебя с землей, отдай ее мне. С испугу Элю-Леге аж трясел от грозного окрика Хамалас Ботура и онемел от страха, стал заикой от испуга и трясся, как осиновый лист на ветру, стал звать на подмогу свою банду. Прибежала Суна Чохчой, растрепанная, хитрая, грязная и неуклюжая, кривая и косая, дочь безобразного Элю-Леге. Не убивайте моего Хамалас Ботура, лучше отдайте его мне. Как услышал отец Элю-Леге песню дочери своей, Суна Чохчой прогнал ее с поля боя. Началась борьба между Хамалас Ботуром и Элю-Леге. Раньше Элю-Леге сломал Хамалас Ботуру с ребер, растоптал 9 ребер. Хамалас Ботур, если успеть, стал просить спасения у господ и жителей. Джилгахан Койот, Чингисхан Эбен, помогите, спасите. Погибаю я, пропадаю я от рук жестокого Элю-Леги. Сил моих больше нет. Благословите на победу, спасите, священным молоком Элю-Леге напоите. предназначено быть ему. С детства ты был непослушным, мои советы, наставления пропускал мимо ушей. Думал, что сильнее и храбрее никого нет. Вот теперь пусть эта борьба будет тебе уроком навеки. Годовалого возраста я нянчилась с ними, судьбою предначертано быть ему, спасителю среднего мира. Не скажем ему с помощи, подайте мне, Элю-Леге, благословенный кумыс.
С каждым глотком крепчали мышцы ее рук и ног, заживали раны, прибавляла сила богатырская. С каждым ударом его Юлия падал с ног, и увязал в грязи, терял силы, утопал в болото и пропал. Вот и победил. Победа восторжествовала, добро победило зло. А Малазботур помчался вслед, закрыс мандырал в верхний мир и нашел ее в окружении сестер Таганок со смиренным нравом и добрым сердцем. Настал тот самый светлый день, когда пришел мой защитник Срединного мира. А Малазботур взял за руки крыс мандырал, и они вместе отправились в Срединный мир. И встретили возле Тоен Сергея, и начался праздник мира и добра.